Программа «Серьезный разговор». 2 декабря 2022 года. Это у нас интервью с известным путешественником Русланом Алмаевым. Здравствуйте. Салям. Салям. Хамха. Соответственно, речь у нас пойдет про путешествия, не будет никакой политики. Все вопросы, которые будут задаваться, они будут в описании к этому видео внизу и в первом закрепленном сообщении. Ну давайте начнем, Руслан, с первого вопроса. Как давно вы начали путешествовать? В каких странах бывали? Путешествовать начал я, как бросил универ после 3-го курса. Весь класс в школе, потом в универе группа, все где-то бывали. А я вот за границей Башкирии никогда не был. Башкортостана. И захотелось в один момент. И профессия не нравилась, и просто хотелось посмотреть мир. И поехал в один конец, билет взял, поехал в Москву, потом в Питер, поездил по России, потом уже поехал в Европу, и дальше пошло-поехало. Ездил я автостопом, и на поездах, и на автобусе. И стало это, получается, такой частью жизни. Вот с каких странах вы были? Я был где-то в 60 странах, но я не коллекционирую, просто как живу в путешествиях. 60 стран. Вам сейчас, по-моему, 32 года, да? Ага. Слушайте, отлично. То есть, получается, вот я просто немножко подскажу. Руслан сам родом с Хайбулинского района. До того, как попал в университет, за пределы Башкирии практически не выезжал. И потом где-то лет в 20, получается, начали путешествовать. Уже 12 лет живете в путешествиях фактически. Вот. Он очень известный персонаж, то есть, если вы загуглите, увидите там много информации про Руслана Алмаева. Вот такой еще уточняющий вопрос. Вы на кого учились? Я учился на архитектора. И вы закончили образование свое? Нет. То есть у вас даже незаконченное высшее получается? Ну, то есть бросил университет и пошел путешествовать. Это очень интересно. Следующий вопрос. Как вам удается совмещать работу и путешествия? Ну, у меня работа удаленная через интернет. Мне главное, чтобы везде была сеть глобальная. Ну и вот и телефон по факту. Если интернет нет, очень плохо. Там в Филиппинах интернет был совсем плохой, на островах, и было сложно. На Филиппинах? Ну это было лет 5 назад, конкретно в островах. В городах там больших с интернетом все хорошо, а вот на островах было плохо. А так, мне нужен телефон просто и интернет. И все. Телефон с российскими симками нормально, да, в принципе? Да. Понятно. То есть, видите, как прикольно. То есть, если есть удаленная работа, это всегда хорошо, можно путешествовать. Философский такой вопрос. Что для вас путешествие? Почему вы постоянно ведете кочевой образ жизни? Постоянная смена картинки. Это как стиль жизни, так сказать. Все равно в одном месте, когда живешь, приедается все. Да и плюс такая фишка есть, когда в интервью в одном рассказывали, что в детстве, когда ты живешь, все время изучаешь и так далее, время идет медленнее. И когда чем ты старше становишься, чем больше оседаешь, тем время быстрее уже летит. А когда ты путешествуешь, это уже время замедляется. Это как бы у тебя день дольше идет, интереснее, много всего. Такой способ продления жизни, можно так сказать. Ну да, то есть из физики, если со скоростью света летишь, то время стоит на месте. Понятно, Ну и плюс, как это называется, почему нет, если у нас работа удаленная, почему не пожить в разных местах, называется. Да, и в принципе во многих странах намного дешевле, чем в России жить. Особенно вот в Юго-Восточной Азии там, или в Восточной Европе. Юго-Восточная Азия, где именно там дешевле? Да, везде, в принципе. В Таиланде, на Бали. Там и цена-качество намного выше, чем в России. Ясно. Слушайте, к этим вопросам мы еще более подробно вернемся. Где вам нравится больше всего? В какой стране и в каком городе? Почему? Если выбирать конкретное место, то больше всего нравится, наверное, Бали, остров Бали. Там, во-первых, люди хорошие. Ну, не знаю, просто у них религия своя. Если Индонезия вся мусульманская, то конкретно остров Бали, у них своя религия. Там какой-то индуизм, буддизм, что ли, типа того, что-то. У них свое конкретное. Ну и поэтому люди верят, что, допустим, дети боги. И вот они, детей всех абсолютно любят. Мы там рожали ребенка. Первого? Да. И мы очень удивились, как там любят детей и помогают. Мы там могли прийти в кафе, покушать. У нас ребенка забирали и нянчились с ними.
маленького, а мы спокойно кушали, Мгм. он не мешал. То есть и Бали такой дешевый, дешевле, чем в России жить, да? Ну, и цена там разная есть, и дорого, и дешево, каждый найдет свою цену, но цена-качество самое лучшее в мире. То есть за ту же цену, там, за 1000 рублей можно очень хороший отель найти. Или, как называется, за 10-15 тысяч рублей квартира, блин, в Уфе, как называется, однокомнатная где-нибудь снимать. Или, как называется, 15 тысяч с бассейном, с этим, со своим парком и так далее. То На есть берегу. за 15 тысяч на берегу моря на Бали можно снять Да, квартиру. да, да. И там можно без визы достаточно долго находиться, да? Нет, надо визу делать. Визу. Ага, понятно. И сколько можно с визой находиться? С визой максимально 6 месяцев. 6 месяцев. Ну, достаточно большой срок. Вот сейчас это актуально. Кто хочет в связи с последними событиями покинуть территорию Российской Федерации, вот, пожалуйста, Бали. В какой стране и в каком городе? То есть, если про города говорить... Если город выбирать, то это, наверное, Стамбул. Он такой исторический, уютный, и люди там очень приятные. Ну, не знаю, прям мы любим Стамбул, мы даже переезжать думали туда. И что вас удержало от того, чтобы переехать в Стамбул? Потому что из Башкирии очень многие люди сейчас в Стамбуле находятся. Ну, и не только из Башкирии. Почему удержал? Ну, мы до сих пор хотим, но просто у нас чуть-чуть немножко цели, оно передвинулось на чуть позже, скорее всего. Понятно. Чуть позже в Стамбул, возможно, Да, но переедете. сейчас планы другие, поехать в другие части мира. Другие части мира, ясно, да. Ну, то есть Стамбул это такой город, который вот Руслан выделяет, это очень хороший, красивый город. Ну, на самом деле, надо еще знать его. Если, как называется, первый раз приезжаешь, допустим, без изучения и так далее, то многим, может быть, не понравится, потому что нашим там, друзьям, подругам, знакомым вообще не понравился Стамбул, потому что они не знали, ну, во-первых, еда, грязно, вот это все говорили они. Но если смотреть куда надо, очень понравится. Вот дайте топ-3 рекомендации по Стамбулу, просто название, как бы, ну, что там. Что именно? Ну вот, куда пойти в Стамбул, где там еда. Да, в Стамбуле просто гулять приятно. Просто гулять приятно. Плавать по Босфору, чаек кормить. Самое забавное, что это единственный город, где в центре города, как называется, крупного мегаполиса, в Босфоре плавают дельфины. Я видел единственное. В Босфоре плавают дельфины в Стамбуле. Да. Слушай, да. И, по-моему, Стамбул это 25 миллионов жителей, больше, чем Москва в 2 раза. То есть и это... по размерам, по площади и по количеству населения. Да, и цены сейчас там на недвижимость резко выросли. Там, и, в общем, ну, хороший город такой, да. А если вот кроме Стамбула, какие еще города вам запомнились? То есть вот на втором месте, на третьем, может быть? Питер. Питер. Из России. Да. Это Россия. То есть не Бангкок там, не там Манила там. Ну понятно, слушай, интересно. Ну, в Питере там приятно гулять тоже. И так далее. Погода, конечно, немножко грустно жить там. Но как путешественник приезжать очень приятно. В Питере приятно, да? Да. В Питере пить. Барселона еще. Барселона тоже приятная. Барселона понравилась? Да, В Испании. Барселона и еще что там. Пытаюсь вспомнить, какие города. Да, вот в основном эти. Стамбул, Петербург, Барселона. Вот топ-3 от Руслана Умаева. Ну, это пока. Пока. Но в Надеюсь, будущем что-то, возможно, новое появится. Сколько денег нужно в среднем для путешествий на 2 человек в месяц? Вот как вы считаете? Ну, в зависимости от региона. Вот. Не, в первую очередь зависит от хотелок, потому что можно же путешествовать в палатке, на мотоцикле или автостопом и так далее. Я, допустим, один жил вообще на 3-4 тысячи рублей в месяц. Это где вы так жили? В Юго-Восточной Азии. 4 тысячи рублей в месяц жили? Да. И при этом путешествовали? Да. Автостопом? Да. То есть даже мопед не брали в аренду, а просто автостопом путешествовали по Таиланду 4 тысячи рублей в месяц. Да. На еду хватало. Да. Расскажите, как это вот? Просто это же очень нереально дешево. Да нет, почему? Это в каком году было? Ну, это вот 10 лет назад. 10 лет там цены, наверное, меньше были. Ну, да. То есть люди останавливаются, берут, куда вы скажете, везут Ну, вас. там есть такая, там же религия, допустим, тибетцы, буддизм. Ну и, соответственно, у них в религии, в любой буддийский храм, любой может приехать и переночевать, и, как называется, тебя там и накормят и так далее, и все сделают, помогут. И, и в Мьянме, и в Таиланде также, и в Лаосе тоже так же. Также есть в Таиланде еще сикхи. Сикхи — это такой народ, который тоже в индийском регионе.
Ну вот, они тоже помогают. И с ночевкой могут помочь, и кормить тоже. Сикский храм, если видите, он обычно во всех крупных городах мира есть. Мгм. То есть, грубо говоря, можно автостопом доехать до какого-то буддийского храма, там переночевать, там накормят и дальше в другое место. Ну и плюс там Да. на всех перекрестках есть беседки, Мгм. крытые, считай, там если даже дождь будешь, ты спокойно... У меня гамак с собой был, на самом деле. Гамак я вешал и спал в гамаке. Мгм. Слушай, ну, и, Ну, кстати, многие тайцы, допустим, не парятся по этому поводу, прямо на скамейках деревянных спят, наслаждаются. А что там тепло же? да, да, слушай, прикольно. Про это я не знал. Я там, когда жил в Таиланде, я на мопеде путешествовал, а автостопом я не додумался. То есть, в принципе, можно 4000 рублей, вы говорите, но раньше можно было 10 Ну, это лет. совсем дикарем, как называется этот. Мгм. А если взять Восточную Европу, например, то сколько нужно? В Восточной Европе я не жил, мы просто путешествовали. Мгм. Ну, и не в сезон еще. В сезон я вообще не знаю. Мгм. Мы вне сезон, где-то в ноябре, в декабре ездили туда. Ну, чтобы там 1030, наверное, как минимум нужно. Ну, Да? где-то 1030, наверное, да. В рублях, понятно. Планируете ли вы где-нибудь осесть или будете продолжать везде путешествовать? Какие ваши планы? Ну, наш стиль жизни такой, как называется, жизнь в путешествиях. Мы в одном месте оседаем там на полгодика, если понравится. Или, как там называется, на годик, я не знаю, по-разному. И путешествуем. Если надоест, поедем, не надоест. Ну, допустим, типа лучшее решение в коронавирус решили поехать на Пхукет, ну, в Таиланд. Это, наверное, одно из самых лучших решений, потому что там цены раза в 2 упали, людей нету. И во все туристические очень места вообще людей нету. Там, допустим, тот же популярный пляж из фильма «Пляж», остров такой есть. Там вообще обычно много народу, а когда мы там были, вообще никого. Единственные и лодки, цены, короче, очень приятно было. Мгм. А вот вы говорите, около 60 стран вы были, а где вы оседали именно на полгода, там, на год, на 2? Вот в каких странах были достаточно длительное время? Ну, в Таиланде оседал надолго, на Бали оседали, Мгм. в Индии, Мгм. ну и в России, естественно. Ну, Россия, само собой. А вот в Индии, про Индию расскажите, вот как там вообще? В Индии специфично. Мгм. Надо уметь торговаться обязательно. Еда у них тоже специфичная, острая, вкусная. Кому-то она не нравится, кому-то грязь. Кто-то видит грязь, где-то видит аутентичность. Мгм. Тоже интересно, но больше всего нам на севере понравилось. Там на севере Гималаи, горы огромные с белыми шапками. Мгм. И там еще очень чисто, там за экологией следят. И, допустим, пакеты эти пластиковые, и их нету там. В смысле нету? То есть обычно в упаковке, в супермаркетах дают же пакет, Мгм. а там не дают, там тканевый специальный пакет. Эко. Мгм. Это для экологии они так делают, да? Да, специально? и у них там мусорные отделы, там типа огромные, отдельно их там по улицам не валяется, как по всей Индии. То есть север Индии чистая территория, в отличие Да, от да. всех остальных. Да, ну понятно. Нет, ну там я когда вот на Гоа был единственный раз, там я видел какие-то районы, которые тоже чистые были. Вот. В основном везде грязь, но небольшие райончики, там где туристическая зона, еще что-то, то есть там как-то более чисто. А в Индии вы вообще все объездили. Дели, Да. Мумбаи, там, да, вот это вот. Мумбаи вот проездом только был. А вот вообще я заехал в Индию с востока, со стороны Бирмы, с Мьянмы. Получается, с Таиланда проехал автостопом через Бирму, проехал маленький кусочек. Ну и проехался по всей, сначала до Дели, через потом вниз, до Гоа, потом доехали мы до севера, в горах были, ездил я в Дарджилинг, по центру, на восток, в районе Тамил-Наду, на самый юг Индии. Чтобы путешествовать по Индии, достаточно рюкзак, вещи первичные, карточку банковскую, там немножко долларов и вперед, по сути. Ну, на самом деле, иногда даже денег не надо, потому что, как показывает практика, что индусы очень добрые. В одно время мы попали в очень сложную ситуацию с женой. Мы ехали где-то на самой южной части Индии на мотоцикле. И в один момент, у нас же нет доступа к новостям, к интернету, мы же в дороге. И в один момент у нас не принимают деньги местные на заправке. Мы спрашиваем, почему, в чем случилось? Они, деньги, проблема какая-то? Он говорит, премьер-министр решил поменять все деньги.
в один момент, в один день. Все деньги не работают, все. Мгм. То есть полностью 1,5 миллиарда населения, все, как называется, денег нет, прошлое не работает, а новых еще не завезли. Мгм. И что случилось? Ну, как называется, если индусы могут еще в банкоматах, а в банкоматах деньги быстро заканчиваются, Мгм. и карточки, но с новыми карточками, ну, зарубежными, банкоматы еще не работают, то есть с Понятно. новыми деньгами. Ну, и мы вот так вот застряли на неделю в деревне, и благо, что индус у нас проживание бесплатно, типа, когда все наладится, оплатите и кафешку, и мы так ходили. Мгм. То есть вы бесплатно кушали, а потом оплатили, собственно, Да, через да, да. неделю. Слушай, прикольно. То есть, чтобы вот в Индии так автостопом путешествовать, Нет, кушать, Индию жить? автостопом очень сложно Сложно, путешествовать, потому что очень, ну, много народу, и они типа помогают, а на самом деле мешают. Они стоят рядом, и машины не останавливаются из-за того, что много народу. А, Проще на поездах, они и дешевле, и быстрее, и мгм. На поездах. Вот в Индии сколько нужно денег? 20-30, чтобы, допустим, чтобы одному путешествовать. Это сколько? Там ездить, жить 30-40, может быть, в рублях. Вот как? На я всё- не знаю, все зависит от человека. Ну, еда там дешевая очень. Мгм. Мы там чапати с этим соусом там за 20 рублей ели за порцию. То есть, грубо Бывало говоря, такое. 1003-4-5 в месяц на еду достаточно. Да, если ты на поездах ездишь, без этого спишь где-нибудь на улице. А, Хотя даже если да, отели можно за 500 рублей находить, если честно. отели есть. 5 на 30-15 тысяч рублей. Ну, где-то, наверное, 20-30 таком дикарем. Если более комфортно, наверное, чуть больше, наверное. 30, 40, 50. 50. Ага. Ну, понятно. То есть, Но если... это если путешествовать конкретно, а если там жить можно дешевле. В Гоа в том же. Да. Слушайте, вот такие цены. То есть, грубо говоря, 50 тысяч более-менее... Сейчас я не знаю цены, на самом деле. Я в Индии какого-то года 3-4 не был. Это вот по Может, состоянию на 3 года назад, да? Такие цены? Может, там цена все изменилась. Либо наоборот подешевело из-за коронавируса. Слушай, вообще интересно. То есть, как бы, недорогие цены. То есть, по Индии реально можно путешествовать. Очень дешево. Если бомж-туры 30 тысяч, Нет, если бомж тоже вообще можно за копейки. еще даже дешевле. Ну, там есть через каучсерфинг. Каучсерфинг, да, вы рассказывали. Какие рекомендации вы можете дать тем зрителям, кто тоже хочет путешествовать? Брать и ехать. Просто Это брать и ехать. единственное, да, что, это все границы в голове. Я видел много людей, которые вообще без денег путешествуют. Видел человека, который вообще без паспорта путешествует. Где он путешествует без паспорта? Ну, он нелегально через границы проезжает, А как его пускают через границу? а его не пускают, он сам проходит. Это где-то, ну, в Европе так не Он в попадешь. Европу так и попал. В Европу попал? Нелегально? Да. Он так, как называется, проехал, путешествовал. Ну, в итоге через пару месяцев его все равно поймали, конечно. Но, И депортировали? ну, скорее всего, да. Ну, то есть, Но в любом случае, такое возможно. такое возможно. Но это экстремально, это я не рекомендую. Какие сейчас актуальные направления на декабрь 2022 года для россиян в части отсутствия проблем с визами, возможностью долго жить в стране, дешевизны страны, безопасности, перспективы получения гражданства? Ну вот. В связи с последними событиями, связанными с мобилизацией, я так понимаю, многие хотят куда-то переехать. И тут скорее вопрос уже не про путешествие, а вот какие страны вы бы могли бы порекомендовать? Вот в плане тем людям, кто бы хотел бы относительно дешево куда-то переехать, чтобы страна была недорогая, чтобы вообще можно было туда въехать. Много стран, большинство стран дешевле, чем Россия. Если удаленный заработок, любую страну, если выбрать, будет дешевле, мне кажется, кроме Европы. Европа только дороже. И Америка. Эти страны, топ-5 назовите таких стран, ну 5-10. Ну, я поехал в Таиланд, на Бали поехал бы, во Вьетнам, ну, Индия. Ну, где-то я в Южной Америке не был, но вот в этот раз хочу съездить, узнать, как там. Ну, говорят, еда, транспорт дешевый, а вот вся одежда, все то, что импортируется, все дороже. Ну вот Таиланд, там легально можно находиться сейчас, по-моему, 1,5 месяца, и потом ты просто границу едешь, визаран делаешь, и еще 1,5 месяца. И так можно, ну, как повезет, как с пограничнику повезет. Можешь 5 раз, так получается, полгода бесплатно. Просто на границу ездить, туда-сюда, обратно съездить. Ну, либо визу сделать на полгода. Как повезет. То есть именно Юго-Восточную Азию вы рекомендовали? Бали там и Там так далее? тепло, Индия? хорошо. Именно сейчас, понятно.
Ну, в принципе, есть еще варианты Турция, Грузия, Армения. Ну, там. Турция сейчас холодно. Да, это как бы существенный минус. Понятно. А, какие ресурсы вы можете порекомендовать для поиска актуальной информации? Дешевых билетов, снятия дешевого жилья, информация о визах, иммиграции и так далее. Какие ресурсы? Вот. Можете написать моей жене, она вам расскажет все. Ваша жена знает. Жена, у нее турагентство, она отправляет, она всем занимается основными направлениями. Она консультирует с переездом. Кто-то может переехать куда-то, она полностью про Индию, про Индонезию расскажет, как билеты, может вам полностью все расписать и перевести, получается, так сказать, чтобы переехали. По поводу релокации все можно обращаться к жене Руслана? Да, и карточки может удаленно, то есть вы можете находиться в Уфе или в Москве, вам откроют удаленно карточку. Банковские? Там, да, казахскую, допустим. Ну, давайте так, в описании к видео будет ссылка на информацию о турагентстве жены Руслана. Соответственно, по этой ссылке вы сможете пройти, найти контакты, всю информацию. Как называется турагентство? Унда-банда. 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 Туда-сюда, как бы. Да. А у нее не в турагентстве, а у нее в Инстаграме там в описании написано. В общем, ссылки будут внизу, в описании к этому видео, там вы можете всю информацию найти. Понятно. Ну вот вы мне сами говорили какой-то Airbnb, еще какую-то там, вот, чтобы жилье снимать, там, бесплатно жить для путешественников, что-то как это называется. Как называется? Ну, сайты бронирования, типа Airbnb, Booking, Agoda, ну, это стандартно. Еще Google Maps. Вот в Турции, допустим, заблокирован Booking. И в Airbnb цены дорогие, и Agoda тоже и так далее. Поэтому очень удобно искать по Google Maps. Просто на Google вбиваешь, и там по карте очень много хороших цен. А в Google Maps что нужно вбить там? Хостел? Ну просто отель. Ну там есть категории, типа заправки и так далее. Вот выбираешь отели, и там показывают все отели. Прям в Google Maps Турции. Вот для Турции как бы вариант в Google Maps вбивать. Да. Ну либо просто на месте искать, так тоже дешевле намного. Просто едешь, и везде написано Ода. Ну, я знаю, что вы в машине часто спите еще. Ну, как часто. Я когда путешествую, чтобы, когда устаешь постоянно, это же неудобно, постоянно выходить, сумки перевозить, искать отели, тем более букинга нету, с этим непросто. Проще, как просто у меня в машине, машина большая. Семиместная? Да, там надувной матрас надул, и все, спокойно сплю. С собой, считай, есть душ, есть, как называется, горелка, стол, стул. Ну да. Дрон есть, кальян есть. Дрон даже есть? Да. Ну, слушай, квадрокоптер, все свое. На границе Грузии и Турции, когда мне, так не повезло мне, я попал в категорию людей, которых полный досмотр сделали. 5 раз проверили. Сначала один человек проверил машину просто бегло, потом пришли вдвое, тоже бегло посмотрели. Потом заставили все вещи вытащить, каждую вещицу, таблеточку проверяли. И после, как это называется, еще через сканер, который фуры проверяют, еще так машину проверили. Это на границе с Грузией так было недавно? Да, но это не туристическая граница, это около восточнее, около Армении граница была. И там среди легковых машин только моя была, остальное только фуры. Подозрительно, может, показался. Вы вот еще рассказывали, вы путешествовали вдоль границы с Сирией. Там буквально недавно, да, и там тоже... Ну вот я путешествовал по Восточной Анатолии. Это я поехал как раз, въехал с восточной стороны Турции, и ехал вдоль границы там Армении, Ирана, Ирака и Сирии. Ну вот граница с Ираком очень красивая, там горы, скалы высокие. Да, там действительно такие потрясающие места. Вот. Прошу вспомнить 2-3 интересных эпизода из ваших жизней и из путешествий. Вот. То, что вам запомнилось. Такие прикольные. За 12 лет ваших путешествий. Какие-то такие. Ну, мы, допустим, один эпизод. Мы путешествовали на севере Индии по региону Кашмир. Это, так сказать, спорная территория. Как сказать? Между Пакистаном и Индией. Ну да. Джамму и Кашмир, так это называется, по-моему. Сам регион Джамму и Кашмир — это большая территория, там Лех входит, левая половина, она такая мусульманская, и там
этот регион хочет отделиться, быть отдельной страной. Сейчас она входит в Индию. Но на нее типа помогают им, пакистанцы помогают, также Китай тоже ее хочет забрать себе. Ну и вот там постоянно революции, как называется, перестрелки и так далее. Там в одно время, когда мы там были конкретно, было 80% армии Индии. Они прям находились там? Да, потому что там, и там даже стреляли, мы, как называется, хотели проехать туда, но нам сказали, типа, днем дорога закрыта, можно только ночью проехать. Потому что днем стреляют, а ночью они не знают, типа, местные или свои, или не свои. И никто не стреляет, типа, такое время перемирия. Мы в это время проехали до столицы. Это вы на мопеде проехали, да? На мотоцикле своем, да. Я мотоцикл купил Royal Enfield, и на нем путешествовали мы с женой. Ну так вот, и... Вот, а вторая часть, там вообще, как называется, все, каждые 2-3 метра полиция стояла. Ну, военные, полиция и так далее. Вот вдоль дороги идет дорога из там, столицы, там, километров 200 или, не помню, 150, может, километров. И каждые 5 метров военные просто вдоль дороги стоят. Понятно. И даже несмотря на это, периодически, как называется, выбегают из деревень и так далее, дети или взрослые кидают огромные булыжники в машины, в людей и так далее, проезжающие. Прямо во всех без разбора кидают. Да, ну в основном они смотрят, конечно, может кто-то смотрит, номера Раджастана. Раджастан это в основном оттуда военные выходят, а у нас как раз мотоцикл с региона Раджастан был, тоже опасно было. И поэтому они думали, что вы могли быть как какие-то военные там и против вас тоже. Ну вот, но не в этом еще, как называется, интересность. Прикол в том, что в этом регионе у нас начался ломаться мотоцикл. Ну как ломаться? Потому что мотоцикл перегружен, заднее колесо периодически на кочках задевало и ломались спицы. Там дороги плохие были. Ну и вот, сначала мы просто колесо поменяли, камеру, не помогло, но в итоге через пару километров у нас вообще спицы не осталось, пришлось жену отправить, как это называется, вперед на 30 или на 40 километров в большой город, где могли починить колесо. Связи нету, потому что революция, вся сотовая связь, все это, все выключено. Мы абсолютно без связи, даже позвониться или по интернету ничего нельзя. Мы договорились по оффлайн-картам встретиться в автовокзале, в одном. Ну, через часа 3. Ну, так, примерно, я предполагаю, 10 километров в час, я за 3 часа должен доехать. Она вперед со всеми сумками. А мотоцикл из-за того, что спицы сломались и плохо ехала. Через 15 километров спицы вообще 3 штуки осталось, и ее вообще на нем ехать нельзя. Я даже пешком боялся идти. Но в итоге через километр где-то мне на пикапе мужик помог, закинули мы и довез меня до столицы. Но я в итоге 5 часов был, и она волновалась. Ну, я приехал в город, начали мне ремонтировать, как это называется, в автосервисе. И ко мне, когда в автосервис был, приехал на мотоцикле чувак. Говорит, садись, говорит, поехали к жене твоей. Ну, мы и поехали. И потом уже мне жена рассказывает, что, во-первых, она приехала не в тот автовокзал, тот, в который мы ответили, он был давно уже закрыт. Она находилась в другом. А связи же нет, мы не можем собраться и так далее. Ну и плюс через 3 часа, как мы договаривались, меня тоже нету. Уже 5 часов нету. И она одна, ей говорят, что типа вот это военная революция и так далее, его скорее всего убили и так далее, короче, ей все это говорили. Ну и потом там сикхи те же помогли ей найти меня в автосервисе. Вот, починили мне мотоцикл, и мы поехали дальше. Да, слушай, прямо опасные и интересные. Детективная история, эмоций куча. То есть, когда жене говорят, что вас убили, то есть там революция происходит, да. Ну, это, конечно, ну или в том же регионе, но в более безопасный, там обычно все туристы туда ездят, на самый высокий автомобильный перевал. Там 5200 или 5600, я не помню. Ну, это автомобильный. И фишка в том, что мы днем проехали через перевал, за перевалом поездили, побыли там. Тогда там мы еще ночевали в казарме. Мы отели искали, отели какие-то там дорогие предлагали. И тут военный говорит, хотите, говорит, ночуйте у меня в казарме. Мы такие, мы никогда не ночевали в казарме, надо попробовать. А это граница Китая и Индии, военная часть. Мы такие приезжаем, наверное, что-нибудь интересное будет, такой огромный казарм и так далее.
А это, оказывается, просто казарма, и он отдал свою комнату. А это, типа, главный был в это... Свою комнату с этим, называется, с туалетом конкретно нормальным. Еду принесли, военные нас обслуживали полностью, так было интересно. Потом... Гостеприимный человек был, короче. Да. Военные там, высокопоставленные. Да, и мы вот на следующий день мы еще покатались и поехали обратно. Но поехали мы, не успели затемно проехать. И кочки, и за кочки, либо еще что-то. Короче, мотоцикл начал ломаться. Сначала на подъеме выключилась фара. А это, как называется, справа скала, слева обрыв. И плюс еще постоянно грузовики на скорость туда-сюда индийские ездят. Ну, там в Индии был грузовик, как ездят. Там, да, там вообще ужас. Там. Ну вот. Слушайте, а мотоцикл вы купили за какую-то дешевую цену, ты рассказывал. За сколько? Нет, это не дешевая цена была, там типа 50 тысяч рублей где-то. 50 тысяч рублей, да. Это... Ну, я примерно за столько же потом продал его. Понятно. Ну вот, я стукнул по фаре, она заработала, мы доехали до перевала и начали опускаться. На спуске уже, как называется, она опять сломалась. Ну и все, безвозвратно. Я стучал, там пытался что-то, контакты и так далее. Он не работает и все. Ну и в итоге, как называется, еще едем, я слышу снизу грузовик едет на скорости. Я такой завернул, как называется, мотоцикл на всякий случай, ну, уронил специально на бок, чтобы ну, что-то тормоза не сработали, что ли, я не знаю, не помню. Ну, короче, испугался или еще что-то. Света не было. Еще что-то сломалось. Ну, в итоге, факт в том, что мы спускались в итоге. Жена, ну, тогда еще девушка, держала фонарики от айфона вот так вот. И мы медленно, еще и аварийки на мотоцикле, ехали вот так вот, спускались на мотоцикле с перевала с 5600 или с 5200, я не помню. Ну понятно. Слушай, ну да, то есть экстремально вы там. А кроме Индии, давайте еще какую-нибудь историю там в какой-нибудь другой стране. Что-то такое, что запомнилось для вас? Такое интересное, какие-то там события. Ну вот я, например, когда в Таиланде был, застал революцию краснорубашечников. Я в Бангкоке был и сам удивился, там военные, снимал их на камеру, туда-сюда, я еще не Ну, скорее всего, не пускали. Мне тот же Дрянч, про которого рассказывал, говорит, что типа ни один турист никогда в Таиланде не должен умереть. Это такой закон негласный. Есть какая-то революция или, как называется, волнение и так далее. Закрывают Бангкок, место проведения вот этих всех массовых в несколько кругов, чтобы ни один турист не просочился и не умер. И даже он, зная тайский хорошо, не смог. Он типа через первый круг прорвался, так, незаметно. А через второй, через третий не смог пройти. Даже он, зная Бангкок хорошо. Ну понятно. Я когда был там, соответственно, я каким-то образом на мопеде на какой-то мост залез, то есть, ну там, на которых нельзя, там же многоуровневые дороги. И на следующее утро там были военные. Все, как бы там красные шли, военные. Я на камерах снимал. У меня там приближение было 60. То есть я как бы каких-то военных снимал, а потом смотрю, на меня кто-то так прицел. То есть показывает. Издалека причем. Я такой, нет, все, я лучше снимать не буду. В общем, вот такой момент был у меня, короче. Да. Запомнилось. Ну а так еще была забавная ситуация. Я автостопом ехал из Уфы в Таиланд. Автостопом из Уфы в Таиланд? Да, но через Китай, там, через Вьетнам. То есть вы прямо из Уфы ехали, останавливали машины в Китай, потом как бы в Таиланд? Ну, фишка не в этом, как называется. Я уезжал поздно, в октябре вроде уже холодно было. Я типа взял с собой куртку, чтобы можно было выкинуть. Ну, такую простую самую. Шапки не было, а я тогда еще побрился на лысо. Ну так фишка в чем, как называется, я около Челябинска стою, нас не довезли чуть-чуть до каучсерферов, людей, которые путешественников принимают нас. Каучсерфер. Да, и ночью стоим около заправки, я стоплю машину, и тут полицейская патрульная машина проезжает. Типа останавливаются, кто такие, ну лысый, он подумал, что тюремщик там или еще что-то, кто такое, что делаем, да, предъявите документы, я им говорю. Ну вот, он спросил, кто такой. Я говорю, вот путешественник, еду автостопом в Таиланд через Китай. Он такой, что, серьезно, что ли? Документы предъявите. Ну, он сначала не поверил. Я говорю, показал. Я говорю, вот, виза, как называется, китайская. Он такой, что, серьезно, что ли? Удивился, короче. Ну и вот, я не растерялся. Я говорю,
Вы можете, говорит, подвезти в город, в Челябинске? Да. Так я застопил патрульную машину. Они меня довезли до места. И все расспрашивали. Удивлялись. Даже менты могут подвезти, короче. Ну, на самом деле, менты очень помогали в Казахстане и в этом. На границе этого как раз Казахстана и России, российской страны, там до Костаная недалеко до границы, далеко, вернее, после поворота. Никто не едет туда. И никто не останавливается, я не знаю почему. В итоге полиция подошла ко мне и говорит, садись, говорит, в машину, грейся, холодно было. Он говорит, мы тебя в машину застопим. Они мне поймали машину, посадили и довезли до границы. Слушай, вообще прикольно. И в этом тоже, на границе Китая и Казахстана тоже местный китаец, какой китаец? Казах. Стопил уйгура, меня в этот фургон засунул, говорит, все, ничего. Что помогает. Да, интересно. В Китае тоже. В Китае вы долго были? Месяц я был. Месяц был, да? Ну, я сначала автостопом ехал, потом зима, и автостопом не очень интересно, потому что китайский вообще не могу понять. Они на китайском, еще у них диалектов 230, или сколько там, дохерища. Потому что я, допустим, на севере пару слов выучил на китайском, на мандаринском. Поехали мы уже на юге автостопом, когда ездили, и нас не понимали. Слова, которые мы на китайском нас понимали на севере, на юге. Английский они вообще не знают, да? Нет, английский не знают. Ну, в больших городах типа Шанхая, там, Пекина более-менее знают кто-то. А вот где мы ездим обычно там, никто не знал. Понятно. Ну, там же еще иероглифы, все непонятно. Да, Китай. Поэтому я решил, что я поеду на поезде. А поезда у них большие, у них есть стоячие места. Я очень боялся, но я же не знаю, как покупать на китайском и шрифтом и так далее. И очень боялся, что я буду там сутки или пару суток ехать стоя. Да, интересно. Слушайте, было интересно с вами пообщаться вот по поводу путешествий. Вы планируете продолжать свои путешествия, я так понимаю? Да, жизнь в путешествиях. Да. То есть вот для тех, кто работает удаленно, это идеальный вариант. То есть для тех неудаленных, естественно, такой возможности нету. И интернет, получается, сейчас есть практически везде, да? Да. Практически везде. А вот в части островов вам какие острова больше всего нравились? И в каких странах? Если такие морской вид отдыха. Вот что вы можете порекомендовать? Да, не так много островов на самом деле было. Ну, Индонезия, как это называется. Индонезия, Таиланд. Классно. Таиланд очень много островов там, да. Самуи, Панган. Самуи, Панган. Ну, там хорошо, что как называется, россиян, там, русскоязычных, украинцев, белорусов, много очень, казах. И можно, называется, и общение найти, и все, что нужно тебе, по факту ты можешь легко найти. И даже людей, которым передать из Москвы вещи, очень много туда-сюда летают, передать вещи. А в Турции вы часто бывали? Ну, первый раз я в 2013 где-то был. В 13-м? Да. Ну, я ездил автостоп по нему. По Турции тоже автостопом можно спокойно? Из Стамбула до Бурсы, из Бурсы до Анкары, с Анкары уже до Трабзона и дальше до Грузии. Второй раз мы с женой прилетели, были в Стамбуле, в Бодруме, там и там где покатались. Ну и потом уже на машине, я уже полностью там месяца 2 мы ездили. Это, наверное, 15-20 тысяч накатал уже за это лето и осень. 20 тысяч километров на машине? Ну, понятно, слушайте, нормально. Вот если говорить про Турцию, какие места вам тут? Восточная Анатолия. Больше Месопотамия, но вот эта вся восточная часть, она такая необычная, и ты как будто находишься в книжке по истории. Вот то, что ты в книге по истории видел, читал, там, Ефрат, Тигр, Месопотамия, оно мне казалось только просто, книжка, история. А тут ты находишься в нем или ночуешься на берегу Ефрата. Слушай, и вот все то, что в книжках, на картинках, там, мозаики и так далее было, ты это видишь вживую, трогаешь, это как-то необычно, как будто живая прошлое, история. да. Погружаешься в прошлое. В прошлом оказался. Ну, естественно, Стамбул. Ну и по побережью, по Средиземноморскому очень приятно поехать. Очень красиво. Да. И везде разные же побережья. В Мерсине одно. Называется Алания. Кемера просто туристическая, очень дорогая. Ну, там очень много туристов. Не такая, для меня, по крайней мере, не интересная. А вот чуть дальше, чуть дороже и очень красиво. Там Фетхие, Каш, Мугла, Бодрум.
Вот эти вот части очень красивые. Понятно, понятно. Руслан, спасибо большое за интервью, было очень интересно. А вот как бы у вас, может быть, вы прорекламируете какой-то... А вот еще был такой вопрос. Почему вы не ведете блог какой-то, либо ведете YouTube-канал, Я веду, блог? я в Инстаграме свой В Инстаграме есть, да? Да. То есть, Где Руслан? где Руслан называется? Вот тоже будет ссылка на Инстаграм Руслана Алмаева, то есть там куча фоток ваших, да, то есть где вы путешествовали и так далее. Спасибо большое за интервью. Меня Дурахмат. Дурахмат, Уныштар. Это было интервью с Русланом Алмаевым. Сегодня у нас 2 декабря 2022 года. Уныштар. Гуля-гуля. Гуля-гуля.